that's my bestie, my bestie, my best friend. Go best friend, go best friend. Спорт кеші бүгін VF49 Global 11 событиясында өзіңіздер көріп жатқандай ел көп, азырынша дворец спортыда. That's my best friend. Жана сізге дағы бір сұрақ бар екен. Бұға чейін битва ойыныққа қатысқансыз. Қанша күн бұрын өттілі осы? 2 күн бұрын, 3 күн бұрын. Москвадан ұшып келді де бойға. 3 күн бұрын бір бой, бүгін де бір бой. Қандай болды осы физикалық жақтан? Şu Allah'ın varken Kırgız elim ата-энеме рахмат айтамын. Бирок бүгүнкү кештин мыкты нокауты сизде болду. Куттуктайбыз. Жеңишиңиз менен. That's my bestie, my bestie, my best friend. Go best friend. Nigga living TTG and everything is still on fleek. Baby rolling with me, she gon' smile 'cause she on fleek. $100,000 at my pay, my shit on fleek. Бактыбек уулу Өктөм Бойка каймана аты менен белгилүү болгон спортсмен жеңишке жетти. Ал эми ага атандаш болгон балбанды Тилекке каршы жакшы билбейт экенмин. Себеп дегенде Бойкага бүгүн каршы чечендик спортсмен чыгыш керек эле. Өктөм агай, сизге биринчи суроо, бүгүнкү бой кандай өттү? Анткени сиз аттакыр башка боец менен чыкканга даярдангансыз. Замена кайсы убакытта болду жана даярдык кандай болду? Биринчиден мен соперник салам алейкум Кыргызстанга. Биринчиден сопернигим Чечнядан болчу. Анан бир жума калганда замен болуп калды да. Анан мен мунун боюн көргөдүм эле. Кичине кыйынчылык болду. Но бирок жеңдик. Бойдун башында көрүнүп турду. Стратегиянын баарын өзгөрттүңүз демек. Жеңиш менен куттуктайбыз сизди. Жеңишти кимге арнайсыз бүгүнкү? Биринчиден мен тренерим Халыкулов Микиге арнайм. Ошонун эмеси менен мен ушу даражага жеттиман. Ата-энеме ушинтип өстүрүп койгон ата-энеме рахмат. Биринчиден баардык туугандарыма, досторума мен баардык кызмет колдоп келгендерим баардыгына рахмат. Силерге да рахмат. Биздин таймаштагы соңуна келип жетти. 4-чү раундда Тилек Жээнбеков Юрий Проценкону жеңип өттү. Ал эми азыр болсо ВФ чемпионун поясын ыйгарышат. Баке, жеңиш кут болсун. ВФ чемпиондугун титулун курун элип калдыңыз, кайрадан защитили, орусча айткандай. Жана өзүңүз жакшы билгенде Юрий Проценко Орто Азиянын 2 аюсын жеңди, бирок Орто Азиянын арстанына жеңилди бүгүн. Куттуктайбыз сизди, жана өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз жөнүндө. Юрий Проценко биринчиден ушу соперниме чоң рахмат. Мага бүгүнкү бой жакшы үлгү болду. Баары жакшы болду. Жана күч атасын тааныбайт дейт. Ооба, эң мыкты Азияда мыкты жигиттерди утуп кеткен. Бирок бүгүнкү күн өзүм айткандай жеңиш бизди көздөй оодо окшойт. Рахмат ушинтип колдоп келген кыргыз элиме, мага ишенген жигиттерге
жана ушул утушумду бүткүл кыргыз элиме арнаймын. Рахмат силерге. Ачыгын айтсам, оңой болгон жок мага, бирок мен өзүмдү 5 раундка дайындап, өзүмдүн күчүмдү сынап көрөйүн дегем. Бул менин спортто болгон башталыштарым эле. Келечекте будан да чоң организацияларда чоң жеңиштерге жетем деген ниетим бар. Бүгүн мен үчүн да сыноо болду чоң. Пулетович, пожалуйста, расскажите, что для вас означает бокс? Не бывает, наверное, в боксе так, что пришел там, потренировался, а тем более я в боксе, когда я стал мастером спорта и когда я закончил бокс, это 16 лет большого спорта, это 4 олимпийских цикла, разобраться. Поэтому и бокс — это моя жизнь, я живу боксом, я бокс люблю, я бокс ненавижу. Вот, это моя жизнь. Вообще, что вы изменили бы в своей жизни, если бы вернулись бы назад 30-40 лет? Ничего бы я не менял. По одной простой причине. Что обратной дороги-то нет. Ну, нету обратной дороги. Вот, давайте даже не буду на эту тему разрешать. Мне часто задают этот вопрос. Я отвечаю, нет обратной дороги. Я в жизни все, что я сделал, я ни о чем не сожалею. Это вот точно знаю. Мне вот уже за 50 лет, я иду с высоко поднятой головой, я ни о чем не сожалею. Если были сожаления, я их сделал, ошибки, прошел, и все, мы дальше пошли, надо дальше жить. Не жалеете ли вы, что вы были в политике, были депутатом? Во-первых, почему я об этом должен жалеть? Дело в том, что в политике я тоже многому научился. Это тоже неплохие шахматы, это своеобразный ринг. Я очень многому научился. А вы конкретно что вы смогли изменить? Может, в спорте, может, в стране? Но в спорте я не успел. В общем-то, этот закон о спорте, который я готовил. Сегодня есть у нас о спорте 3 закона. Закон о спорте, закон о национальных видах спорта и закон о паралимпийских видах спорта. Это 3 разных закона, но в принципе это должен быть один закон. И тогда я их соединял, в принципе проект закона готов, он есть, я его сделал. Но не хватило времени его пропустить через парламент, и чтобы это все было. А не хотите сейчас обратно стать народным избранником? Сейчас подождем, в принципе, следующие выборы через 4 года, по-моему, да, через 4 года. Я человек состоявшийся, человек, который знает, чего он хочет. Мы посмотрим, какая работа будет в дальнейшем парламента. И смогу ли я там, так же, вот как в том парламенте, когда я работал, свои инициативы продвигать. Если я смогу это сделать, то я с удовольствием, может, еще и поработаю для государства. А расскажите вообще о моменте, когда вы полноценно получали кайф от этой жизни. Может, это на ринге или где-то еще. Где вы получали кайф? Вот я вам скажу, дело в чем. У нас жизнь никак. Человек любит работу, но не получает денег. Человек получает деньги, он получает, потому что надо. А есть либо материальная составляющая, либо моральная составляющая. Я очень счастливый человек. С 82 года по 98 год. Это вот 16 лет, когда я занимался
с 82 года, я когда, даже с 80-х годов, ну 82-й возьмем уже, когда я получал зарплату, любительский, это советские времена, я занимался любимым делом, получал за это зарплату, получал моральное, материальное, психологическое, эстетическое удовольствие от того, чем я занимаюсь. И это бокс, это бокс. Я получал зарплату, я ездил за границу, я боксировал, тренировался, это мне было все в удовольствие. Я такой кайф получал. Вот это самые счастливые года. Что нам мешает конкретно вообще воспитать олимпийских чемпионов, чемпионов мира по боксу? Ну, работаем над этим, работаем раз. Второе, сегодня стало очень много других видов спорта единоборств. Они более, может быть, более зрелищные, кажется. И детвора туда уходит. Вот сейчас смотрю уже, там, бои без правил, там вот с детства начались, хотя это я противник этого, потому что здоровье это не принесет. Ну, это работа, здоровье, это разные вещи. Вот, бои без правил и ребенок на ринге – это разные вещи. Но, может быть, это оттяжка идет. Я считаю, что все-таки сегодня селекции нету. Селекции нету. Вот даже вот зал 3 часа, в принципе, раньше 3 часа, 5 часов зал был полный, вот в наше время. Сегодня как-то мало детей, что ли, ходит на это. В дальнейшем, ну, нету тех стимулов, может быть, или детвора стала другая, им больше интересно в интернете поковыряться там. Ну, по лицу, короче, не хотят получать, наверное, меньше стали хотеть. Ваш кумир в мировом боксе? Ну, у меня всегда было, когда я и на бокс-то пришел, потому что прочитал книгу о Валерии Попенченко. Это олимпийский чемпион в Токио, обладатель Кубка Вэлла Баркера. Это лучший боксер Олимпиады. Вот я про него книгу прочитал. И то, что он выиграл Олимпийские игры, то, что он был заслуженным мастером спорта, и плюс у меня еще другое, то, что бокс ему помог, он потом был кандидат технических наук. Он рано погиб, там трагическая смерть была, но я эту книгу прочитал, вот для меня кумир был. Для меня был человек, который я восхищался, как боксером, так и ученым. Вот это для меня. Расскажите историю о том, как вы пришли вообще в спорт бокс. Ну, эту историю уже все знают, я думаю, знают, что, в принципе, коротко мама привела. Коротко мама привела. Мама сказала, иди, сынок, и посмотри мир. В понятии мамы мир посмотреть, ну, я бы там в Канте жил же, в Карабалту бы уехал, там, ну, в Бишкек, во Фрунзе бы ездил, Москву бы увидел, Черное море. Вот мамино понятие было. Ну, вот, в принципе, так оно и получилось. Ну и дрочливый я был очень, поэтому мама меня, чтобы мою энергию сбить, не на улице она была, а чтобы я в зале, и вот отдала мне в зал. Что нужно делать, чтобы кыргызский спорт развивался? Чтобы киргизский спорт развивался, вот я не говорю долгосрочные программы, проблемы. На данный момент для того, чтобы развился киргизский спорт, надо построить нормальный дворец спорта по международным стандартам. Вот это будет первый вклад в развитие киргизского спорта, потому что мы везде являемся гостями. Вот сейчас пошел чемпионат Азии по борьбе, и дома 2 золотые медали, серебряные медали, бронзовые медали. Это дома. А было бы в другом месте, такого бы не было. Вот так. Но где это проводилось? Блин, я ребятам просто сочувствую, сколько они сил туда вложили, чтобы вот эту картинку сделать. Ребята, которые разминались, они же нету ни комнат, ни для судей, ни для приглашенных, ни для пацанов раздевалок нормальных нету во дворце у нас. Он уже устарел давно, морально устарел. Вот первое, что нужно, это поставить дворец спорта где-то на 5-7 тысяч человек. Это было бы шикарно. И потом бы, вот, поверьте мне, сразу результаты будут. А вообще тяжело было ли вам уходить из бокса? Страшно было. Я же ушел не по своей воле, я ушел по травме. У меня была травма. И для меня это было... В 98 году я последний бой провел. И для меня это было... Ну,
это был удар ниже пояса, скажем так. Я не ожидал, что так получится, что я на ринг зашел сильным, здоровым человеком, а спустился фактически инвалидом. Вот фактически так оно и получилось. Вот для меня это было страшно. В вашей спортивной карьере самый запоминающий, да, турнир в вашей жизни? Наверное, самый первый именно по впечатлениям. Это когда я стал мастером спорта СССР. Это мне было неполных 16 лет, 82 год. Маленький мальчик 9 класса, 10 класса, да, 10 класс, а переходил в 10. Вот тогда, когда я прошел там ребят, кому я на Союз ехал, у меня только один проигрыш был. И когда я выиграл того, кому я проиграл, прошел, стал мастером спорта, именно по впечатлениям это было первое мое такое. Ничего себе, я в 16 лет, я мастер спорта Советского Союза. Это то, чем грезили многие-многие боксеры. А я это сделал очень быстро. Вот это, наверное, ну там, а так много. И когда первым чемпионом мира стал, это все. И когда из хорошего, из плохого, когда не попал на Олимпиаду, тут все это большая жизнь. А вы говорите, менять ее. Как ее менять? Конечно, есть. Сейчас очень хорошее молодое поколение растет. Бокс – это моя жизнь. Это, наверное, первый, когда было 16 лет, когда я стал мастером спорта Советского Союза. Моя цель в жизни – остаться хорошим человеком, как минимум. Ну и воспитать детей, может, еще. Воспитать хороших детей, здоровых детей. Да, это было, скажу так, коротко. Для меня уход – это был удар ниже пояса. И мне очень тяжело пришлось с этим восстановиться после этого.